подписчики YouTube-канала Татары Мира, здравствуйте! Мы продолжаем сегодня гостить в Уфе. Передо мной, значит, специалист по этносоциологии. Этносоциология, этнополитология. Да, Ильдар Габдрафиков. И мы хотели бы сегодня обсудить, наверное, неоднозначную все-таки личность, да, Раиль Гумерович Кузеев, ученый из Уфы. Ильдар, можно ли сегодня говорить об Раиле Гумеровиче Кузееве как о том человеке, который, в принципе, конструировал башкирский народ, башкирскую нацию? Я думаю, что можно. Вообще, надо сказать, что я его ученик. Я считаю себя счастливым человеком, во-первых, я должен сказать, что мне посчастливилось быть его учеником, аспирантом. Потом я долгое время работал его заместителем в нашем институте этнологических исследований, который носит его имя сегодня, Раиль Гумерович Кузеев. Он был действительно очень выдающимся ученым. Вот. Ну, я думаю, что наравне с Руденко его можно сказать, что одним из основоположников конструирования башкирского народа. Руденко тоже? Руденко, да. Руденко он начал, вот эти выделил племена башкирские и так далее. Это было еще до революции, первые годы после революции. Ну, Раиль Гумерович это довел его до абсолюта, скажем так, наукоподобного, скажем так, абсолютов конструировал этническую структуру, родоплеменную структуру башкирского народа. И его, как у нас принято в советской этнографической науке, было принято называть этногенез, этническую историю башкирского народа. Он это очень красиво сделал, обрисовал границы как племен, так и всего башкирского народа. Безусловно, он, конечно, в этом плане, наверное, ему нет равных. А как насчет исторических источников? Ну, исторических источников у него очень много было. Это и архивные источники, и статистики, данные ревизских сказок. Другие источники, сопоставительный, сравнительный анализ делал. Он впервые ввел, наверное, такой научный оборот, такой неоднозначный источник, каким является Шежире. Шежире, который очень такой, он мифологизированный, но тем не менее, он он отдельную книгу про это выпустил, про башкирский Шежире. И он ввел тоже как дополнение, объяснение своей теории этногенеза башкирского народа. Ну, обоснование, скажем так. Ильдар, когда вы впервые встретились, увиделись, познакомились с Раилем Гумеровичем? Ну, я его знал и по трудам еще в первые годы студенческой жизни. Потом это было 80-е годы, начало 80-х годов. Потом я в армию ушел. В армии первоначально на первом курсе университета, я этнографию когда начал изучать, для меня это очень интересный предмет был. Я из Чекмагурского района, где 100% татарского населения. Я особо не интересовался. Но когда приехал сюда, с 17-летним парнем, в университет поступил, в общежитие, я увидел очень широкую палитру народов и так далее. Мне интересно было. Выходцы из восточных районов. Я-то думал, что тогда молодой, что башкиры это какие-то родственники японцев, чисто внешне и так далее, и так далее. А потом у нас споры начали возникать, западные районы тоже это башкиры и так далее. Я об этом даже не думал, но татары, у нас было убеждение, нету здесь башкиры в восточных районах живут. И у меня и там русские были, украинцы, и чуваши. И у меня первый интерес был к этому этнографии. Потом армия. В армии, конечно, там вообще широкая палитра народов и так далее. Еще больше меня усилил интерес. После армии, когда пришел я на 3-й курс, на 4-м курсе, так посчастливилось опять. Из ФАКа, да, это уже после армии. Раиль Гумерович начал нам спецкурс читать. И знаете, я служил на Байконуре. Там уже первые события начались, это волнение в Казахстане, помните, когда Кунаева убрали, потом волнение крымских татар, вообще очень пробуждение этничности мы называем. И надо же так в это время Кузеев к нам спецкурс, он в Академии наук работал, башкирской филиале АНСР. Во-первых, он очень интересно читал, вообще новая, как актуальная же тема. Я в университете такого яркого профессора, как он, не видел, он вообще ярко, без ничего, показывают в фильмах американские такие профессора, без бумаги, постоянно факты из современной жизни. Нас вовлекает этот процесс лекций и семинарских занятий. Очень интересно читал. И я начал заниматься преддипломную работу, потом дипломную работу писал
именно по этнологии, по этнографии тогда называлась. Тема моей диссертации, дипломной работы называлась «Межнациональные браки в СССР в динамике на современном этапе». Вот. И он меня консультировал, научным руководителем был профессор Янгузин. Вот. И председателем комиссии, так случилось, председателем комиссии, государственной комиссии он был. Я после защиты, он ко мне подошел: вы какие планы? Я говорю: я в свой район родной поеду. Распределился уже. Говорит, район вы успеете, если сможете открепиться, тогда сложно было. Давайте, я собираю отдел народов Урала, у него там задача была по каждому народу, мы книгу даже писали «Народы Башкортостана», потом уже. Я собираю, специалистов готовлю. Если вы хотите, я говорю, у нас тогда очень сложно было открепиться, но тем не менее... Открепиться вы как учитель по истории? Да, там же 3 года надо было отрабатывать, раз уже. В советской системе там тогда такая распределительная система же была. Но я через год смог открепиться, к нему приехал, тему определили, я писал по татарам северо-западной Башкирии. Как раз рыночные реформы начинались уже в конце 80-х, в начале 90-х. Адаптация татарской семьи к современным условиям рыночным. И здесь и миграция, и ориентация на образование, на миграцию. В общем, много-много аспектов. Я жил там, и под его руководством написал, за 3 года защитился и остался здесь сразу же. И сначала зав. Отделом был, потом он предложил мне его заместителем по науке быть. Потом он заболел, к сожалению. Вот с тех пор я здесь работаю. Когда был 1989 год. Тогда была проведена, как считается, одна из самых объективных переписей в Башкортостане. И тогда оказалось в Башкирии татар больше намного, чем башкир. Что в это время делал Раиль Гумерович Кузеев? Как он, в принципе, воспринял эту перепись? И как у него выстраивалось отношение к тому, что там московская проверка приезжала, Шакирова снимала? Вообще, надо сказать, что на этот вопрос так просто нельзя ответить. Я скажу, что мне же надо связать с позицией Кузеева. Поскольку Кузеев стоял уже начиная с 50-х годов, начала 50-х годов, у истоков, его вся жизнь была посвящена обоснованию этногенеза, этнической истории. Он написал, всю жизнь практически этому положил, написал очень красивую историю, этногенез башкирского народа, до сих пор непроизведенную. Он, безусловно, он это понимал прекрасно. Надо находиться в той реальности советского времени. Давайте абстрагируемся от Башкирии. Скажем так, такая же ситуация была, например, в Казахстане, в Узбекистане. Надо было советской концепции национально-государственного устройства предполагало, кроме всего прочего, создание литературного языка, высокой культуры, обоснование границ и так далее. Надо было еще обосновать свою историю этой принадлежности этой территории. Поэтому он еще в своих трудах акцентировал внимание, что Белебеевская бугульминская возвышенность, это юго-западная Башкирия, и нынешняя территория, скажем так, юго-восточного Татарстана, Белебеевская, Бугульминского уезд, бывший Бугульма, там вплоть до Лениногорска и так далее, до Самарска, это он считал колыбелью башкирского народа. Таким образом обосновал территорию. И всю жизнь этим он занимался, и в принципе эта схема работала. Исходя из этой схемы, надо было наполнять его реальным содержанием, эту идеологию, историю. И поэтому делалось так, что в западной части Башкирии достойно в статистике были представлены башкиры. Занимались тем, что надо было обосновать, руководители Башкирии, тем, что не может такое быть, чтобы в Башкирии титульная этническая группа, скажем так, занимала не второе даже место, как имеет место быть, например, в Коми, другие. Но не первое, это хотя бы второе место. А здесь получалось так, что еще с советских первых, с самого основания образования Башкирии, татары занимали уверенно занимали второе место. Надо было как-то сделать, чтобы башкиры перешли на второе место, хотя бы на второе место, а потом, может быть, на первое место. И особенно здесь выделялся
Западный Башкортостан, северо-западный Башкортостан, где как бы демографическое большинство составляет татары. Поэтому делалось так, чтобы вот это обосновать исторически, и он, конечно, прикладывал большие силы. Но здесь, знаете, мой анализ и других ученых показывает, что Западная Башкирия была как бы кузница кадров, башкирских кадров. И начиная с 20-х годов, там, 30-е годы, вплоть до 70-х годов, основной поставщик творческой интеллигенции, башкирской, в том числе управленческой, они записывались башкирами, это Западная Башкирия. До сих пор как бы это по инерции еще остается, вот, особенно управленческие элиты, как бы более социально продвинутые и так далее. Вот. Но записывались башкирами. В советское время, как бы тоталитарное же время, тогда вот эти всякие проявления национализмов жестко подавлялись. Вот это уже, когда суверенизация началась уже вот в Казахстане, там, в других местах, мы видим это этнический как бы национализм начал пробуждаться, и вот противопоставление людей как по этим самым, по этническим, по клановым принципам началось. Тогда не было такого как бы сегрегации. Наоборот, даже я могу сказать, что в силу своей более продвинутости, мобильности, Западная Башкирия как бы доминировала над Восточной Башкирией. Вот. И они записывались. И надо сказать, что политика коренизации, которых как бы 20-е годы, 30-е годы, это было выгодно и татарам. Как вот. это? Выгодно было татарам, потому что, вот смотрите, выходцы Мустай Карим, Сайфи Кудаш, первая творческая интеллигенция, потом чуть позже Нажип Асамбаев, там, Назар Наджми, Мустай Карим и так далее, все они были из Западной Башкирии, то есть они татароязычные были. Вот шеф Кузеев сам он говорил на чистейшем литературном татарском языке, он выходец из Чишминского района, деревня Аминево. Это Мишарская деревня, он говорил на чистейшем татарском языке. Мишарская деревня, да. Башкир. Он башкир, да. Мама Мишарка, отец Мишар, а он башкир. Ну, реальность такая была. Вот. Нет, не надо абстрагироваться от, то есть сегодняшними мерками, как говорится, делать. Так было. Так эта советская концепция национальной политики так строилась. Вот. И вот смотрите, башкирская элита в основном состоит из Западной Башкирии. Они только записывались. Номинально же это было все. Вот. Если ты хочешь карьеру сделать, ты должен быть партийным. У тебя партийный билет должен быть и 5-я графа соответствующая. Вот. А дальше просто одну мысль только скажу. Например, если ты хочешь, вот из моего родного района Чекмагушевского очень много выходцев, там, певцов там, и так далее, поэтов, которые оставались в Уфе, записывались башкирами. А те, которые уезжали в Татарстан, например, вот, например, два примера только покажу. Это лидеры татарстанской политики после Второй мировой войны. Это вот Зиннат Муратов, это выходит из моего района, и Батыев, который как бы до Зинната, который был с 45 по 59 год первым секретарем обкома татарского. До него ни одного татарина не было во главе обкома, он был первым. Он выходит из Чекмагушевского моего района. И также Батыев, который был и председателем Верховного Совета и так далее, долгие годы. Вот. Они стали татарами. Знаете, вот у нас самые внимательные подписчики, которые смотрят наши видео, в принципе, уже понимают, что нациостроительство, она не только вот внешне, да, насаждалась, что там вот раз татары, башкиры, то должно быть по отдельности, но и сама башкирская элита была заинтересована в, так сказать, в воспроизводстве башкирскости, да, правильно так будет произносить. Почему? Потому что была угроза ликвидации Башкирской республики. Вот скажите, вот у нас же на карте России есть Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. Да. Почему нельзя было такого дуализма добиться, например, и в плане вот Башкортостана? Ну, конечно, здесь имеется в виду, подразумевается, что есть и русское население, мы все-таки в Советском Союзе существуем, и в России существуем. Почему, вот, можно сказать, рогами уперлись, да, и вот нельзя было вот этот этнический дуализм сделать? Ну, дело в том, что вот татары и башкиры это как бы сиамские близнецы. Вот, я считаю, вот как организм. Вот они вот. Что общего между, скажем, татарином Татарстана и, скажем, башкиром Абзелилского района? Ну, есть там разница, но есть переходные состояния, скажем так. Я вот сравниваю татар и башкир, Татарстан и Башкортостан как радугу. Вот.
если мы смотреть, да, красный свет, да, потихоньку он как бы становится розовым, потом переходит в какой там цвет. Или там, например, темно-фиолетовый свет переходит, там синий свет и так далее. Так и здесь. Если мы берем с запада, потихоньку идет как бы элементы, скажем так, понимания вот, башкирского языка, культуры усиливается, если мы берем северо-восток. Там уже как бы тоже уже больше как бы превалирует в нашем современном понимании башкирской. Вот поэтому вот так вот провести границу, вот здесь река Ик, здесь татары, здесь башкиры или там другая река, это невозможно. И начинают конструировать. И советская большевистская власть, когда вот присоединяли к Малой Башкирии, Уфимскую губернию, она мощная была в экономическом плане. Сама Уфа, и плюс еще житницы, вот эти Белебеевский уезд, особенно Белебеевский уезд, Стрельтамакский уезд, меньше Бердский уезд, но все равно это было как бы кормильцами Уфы и так далее. И вот первые годы советской власти, когда Уфа Башкирия возникла, была образована в 19 году, она была, как показала, что она экономически неэффективна. Там ни городов не было, ни коммуникаций не было. Большевики это видели. Надо было как-то вдохнуть жизнь. Первая столица была Тимясово, а вторая, говорят, Стерлитамак. Потому Стерлитамак отдали, Стерлитамакский уезд оставили, а вот город Стерлитамак отдали им, потому что все-таки маломальский город. Вот. Но тем не все равно не справлялось это все, потому что экономические связи, коммуникации, ну как бы интеграция. До сих пор, вот, например, мы связаны наши. Вот, Уфа это как бы центр. У нас он как бы географически находится, и все связи экономические, вот, сельскохозяйственные производители и так далее, они прежде всего как бы как вот, планеты вокруг Земли как бы крутятся, вокруг Солнца крутятся, так и все районы вокруг Уфы крутятся и города. Как бы спутники. По-моему, юго-восток Башкортостана. Вот юго-восток немножко отделяется. До сих пор не могут интегрировать. Они тяготеют. Магнитогорск они тяготеют, да. Вот. И вот грянул голод в 2020 году и так далее. Очень были большие процессы, то есть такие тяжелые. Надо было как бы вдохнуть жизнь. И исходя из экономических, прежде всего, соображений, было это принято решение отдать вот эту Уфимскую губернию Башкирии. Вот, и о двух уездах, Бирском и Белебейском, провести референдум. Ну, этот Мензелинский отдали Татарстану, Уфимской губернии, Мензелинский уезд Уфимской губернии. Вот. Ну, как вот... Бирский, Белебейский Татарстану не отдали. Не отдали, ну, потому что они, я же говорю, они тяготели Уфе. Хотя Уфа, конечно, поменьше была, чем сейчас, но все равно как бы экономические связи, прежде всего экономические эти были. Ну что такое? Большевики, конечно, комиссию организовали по этим межеваниям. Ну что, большевики, они сами по себе, они же быстро надо было делать, быстро. Вот как 90-е годы у нас быстро прихватизацию сделали, там Норникель, там нефтянку отдали быстренько, надо быстренько приватизировать, сделать новых собственников. Так и здесь надо было, потому что страна-то была тоталитарная, какая разница? Ладно, пусть будет Башкирия вот, и так далее, но чисто номинальный же. Вот, это ни к чему не обязывает. Татары не страдают особо от этого. Потом уже, когда демократизация, суверенизация началась, мы уже как бы поняли, вот там за Урале, вот мы настоящие башкиры, а вот такие, вот вы роль, как бы вы должны, да, вы башкиры, но вы, как бы, вам отводится роль статистов, скажем так. Давайте вернемся к Раилю Гумеровичу. Ага. А как он воспринял приход к власти Муртазы Рахимова и как кульминация, так сказать, можно сказать, такого этнического правления Муртазы Рахимова перед 2002 года? Во-первых, надо сказать, что Шакиров, с Шакировым у них очень хорошие отношения были, и с Нуриевым тоже, первым секретарем до Шакирова был Нуриев, потом Шакиров стал. Они превосходно, у них очень хорошие отношения были. Вот. Он обратился, Кузеев обратился к Шакирову о создании вот этого музея, поскольку Кузеев вот, он ездил во Францию, в других странах, он видел, такой музей нужен, значение его очень большое. Шакиров сразу, будучи образованным человеком и так далее, он понял, да, давайте сделаем это. Вот он, они ездили, вот сам мне Кузеев рассказывал, они ездили по Уфе и смотрели здание, какое здание. Ему отдельно там в северной части города хорошее, красивое здание, но здесь же северная часть, промышленная часть, надо в центре. И поэтому было принято решение на первом этаже дать музей. Он помогал всячески, у нас великолепный музей был там тогда тоже. Вот. Но вот опять же Горбачевская демократизация чертова началась. Вот. И Башкирия была как бы
передовая республика. У нас мы по всем показателям опережали Татарстан при Шакирове. Экономические показатели были. Ну, вот. Но был он таким немножко авторитарным лидером. Не то, что сильный он такой, он был хозяйственный, крепкий. Вот. Он держал республику так. Вот. Ну, наверное, и Шаймиев не может сравниться, и Миниханов по жесткости. Я думаю, что если бы он остался, ну, конечно, история не терпит сослагательного наклонения. Вот. У нас, я думаю, что Башкирии, конечно, показатели Башкирии, там, экономические, там, культурные, совсем другие были бы. Но потом вот сняли его в 1987 году. Вот Хабибуллин пришел, опять же татарин, он из моего района, Чекмагурского тоже, нефтяник, который как бы был довольно, как бы, он формировался за пределами Башкирии, как бы не был, так, скажем так, свой для элиты, скажем так, не партийный, не хозяйственный, он так и не смог. И демократизация началась Горбачевская. Тогда же нельзя было, там очень так, демократические эти были процессы. Да. Отношения как бы испортились, а потом уже партия сама рухнула и так далее. И Хабибуллин в отставку ушел, потом немножко Волгорбунов, он тоже ушел в отставку. И уже как бы местная, скажем так, хозяйственная номенклатура, прежде всего, не партийная, а партийная тоже, но хозяйственная номенклатура пришла. Кто там пришел? Рахимов пришел. А кто он такой? Он был директором нефтеперерабатывающего завода, генеральным директором Новоуфимского. Вот. Тогда вот это была бартер, в соответствии с законом о госпредприятии, бартер начался, вот, то есть он снабжал нефтепродуктами колхоза и так далее. Взамен, конечно, получал лояльность, но тогда вот как бы был такой. И вот демократическим путем в Верховном Совете он еле-еле он смог добрать таким образом большинство. И надо сказать, что и татары, и русские большинство, то есть значительная часть, поддерживали его. Он был очень демократом таким демократическим путем он пришел, как, например, ну, я же не буду фамилии говорить, каким образом. Не надо туда лезть, да, я знаю, куда хотите залезть. Да, демократическим путем пришел, но потихоньку он уже как бы сворачивал как бы всю демократию сначала в Верховном Совете, а и вот уже в декабре 1993 года он стал, избрался президентом у нас на 2 года позже, чем в Татарстане. Вот. Опять же, он боялся конкуренции, потому что была довольно сильная конкуренция, но он потихоньку, шаг за шагом, он как бы вот эту сворачивал демократию, в конце концов, уже после выборов в 1993 году, как бы, когда он уже президентская власть была, он уже совсем свернул, поэтому как бы, нашу модель при Рахимове, особенно до 2003 года, называют жестко авторитарным режимом. Вот, он построил, да. Ну, в Татарстане примерно так же, но там как бы просвещенный, как бы, скажем так, авторитаризм, а у нас как бы он не совсем просвещенный, но очень жесткий. Просто восточный. Да. И идеология вот этого как бы и национальной политики, она, конечно, идеология и политика, практика способствовала тому, что вот, под башкирскостью, башкирами понималось как бы уже все вот это восточное. Вот есть настоящие башкиры, не настоящие башкиры. И надо сказать, что Кузеев сначала был в хороших отношениях с Рахимовым. Даже ему квартиру дали вот на Менделеево элитном доме. Но потихоньку с Рахимовым самим нормально, более-менее, но как бы он все-таки другого круга. Но вот с творческой интеллигенцией, научной интеллигенцией уже у Аргумерча большие проблемы возникли. Постоянно как бы вот такие вот конфликтные ситуации. Он хотя не конфликтовал. Почему с ним были конфликты? Дело в том, что вот видите, он, конечно, очень большую роль играл вот, в формировании, научном обосновании этногенеза, этнической истории. Но он был демократом и так далее. Вот он говорил, да, нам надо изучать все народы. Поэтому-то он отдел народов Урала создал в составе Института истории языка и литературы. Потом мы отпочковались только в 1995 году. Башкирская интеллигенция хотела, чтобы он только башкир? Но конкурентов, они чувствовали в себе конкурентов, и была как бы ревность и так далее. Он говорил, что типа, эти говорили, что вот мы башкиры настоящие, а вот те, они башкиры, но во время переписи только они башкиры. А вот когда уже как бы, нет, Аргумерч говорил, нет, все одинаковые. На северо-западе тоже есть башкиры? Да, они башкиры, они такие же права они имеют. Он говорил, что такие башкиры тоже даже более древние там, и так далее. Он таким образом хотел интегрировать. Вот. Не надо типа, мол, делить так народ башкирский там, вот на этих. Таким образом хотел он как бы
единую такую общность назвать. Но не только здесь и башкиры, и татары, здесь же другие народы тоже живут. Например, русских было там 40% когда-то, потом меньше стало, вот 10%, 11% других, там чувашей. Вот у нас самое большое количество марийцев в составе, за пределами Марьила, у нас в Башкирии живет. Чувашей у нас примерно, как и в Татарстане, больше 100 тысяч, тоже очень много. Вот. Ну, кроме этого, компактно проживает у нас много довольно-таки удмуртов, мордвы много у нас, украинцев много, около 100 тысяч было. В общем, Раиль Гумерович испортились отношения с башкирской интеллигенцией. Это была как бы конкуренция, это конкурентное поле, они идеологические споры были, вот, и вот это последние годы вот так уж случилось, когда я был аспирантом, и потом его заместителем, я видел, как на него постоянно нападки идут. Значит, конца 80-х годов, 90-е годы. Вот мы писали вот «Народы Башкортостана», потом государственную программу «Народы Башкортостана». Там очень идеи хорошие были, как бы о том, что создать единую общность. Вот, прежде всего, башкортостанцев и гражданскую общность, вот, где бы как бы все народы, все люди, граждане, независимо от национальности, чувствовали себя комфортно, не было чтобы дискриминации, в том числе и в идеологии, и в политике, и в повседневной практике. За это он сильно страдал. Вот, и в конце концов, мы писали государственную программу, кроме «Народа Башкортостана», монографии, так и называлась государственная программа. Очень сильные были там постоянные жалобы и так далее. Вот, и даже могу эпизод вспоминать, когда вот на него нападки были. Вот здесь у нас президиум располагался раньше, где сейчас музей. Вот, обсуждали. Президиум, тогда уже не башкирский филиал, Уфимского научного центра Российской академии наук. Обсуждали, в общем, здоровье он отдал. Вот. Потом в 1997 году мы написали книгу «Ресурсы мобилизованной этничности», там, глубоко, совместно с москвичами. Вот. Там уже как бы разные позиции представили, татарские позиции, там, марийские, там, русские и так далее. Ну, поскольку это там разные позиции, это, конечно, тогда не приветствовалось. Опять же, авторитарные как бы ситуации, поэтому наш враг Башкортостана там, и так далее был воспринят, конфисковали тираж весь и так далее. Я сам отвозил в Белый дом. Вот. Ну, в общем, и делали на ровном месте из человека, который так много сделал, из ученого, великого ученого, можно сказать, скажем так, такого изгоя, очень сильное переживание и так далее. Вот. Потом, видите, я уже там как бы критически тогда выступал. Он меня всегда терпел меня, как говорили ему, увольняй ты своего этого. Зачем он такие вещи пишет? А он за вас заступался? Заступался всегда. Как я могу уволить? Это его позиция же, как это научная позиция? Надо дискутировать, надо поддерживать, наоборот. Вот. Он, конечно, и башкир принимал, там других, но он говорил, надо все принимать. Почему бы нет? Почему? Это же ведь позиция его научная, это же здесь нет такого никакого, ни криминала и так далее. Вот. В спорах рождается истина, в дискуссиях и так далее. Вот. И в 2000 году в июле заболел, инсульт случился, потом у него повторный инсульт случился в 2005 году, в 5 августа как раз я уже в Германии был, приехал только в ночь, и он в день моего приезда скончался в 2005 году, вот уже 16 лет будет в этом году. Он был в состоянии как-то рассуждать, осматривать результаты переписи 2002 года? 2002 года он уже не в состоянии был, у него речь нарушена была и так далее. Вот. Но 89 год мы с ним анализировали очень много и так далее. Кстати, как он все-таки воспринял результаты переписи 89 года? Вот эти результаты, они не вписывались, и в его концепцию, конечно, он понимал это, демократизация, то есть он же говорил, все-таки здесь башкиры живут, но реальный опрос населения показал, перепись населения показала, что все-таки татар больше, идентичность татарской как бы больше проявилась демографически, в статистике. Вот. И он, конечно, говорил, что надо как-то увеличить, вот он всегда раз говорил, как-то численность. Не просто так, нельзя делить на настоящих, и например, одна из его мыслей, нельзя делить башкир на настоящих и ненастоящих, которые последние годы, 90-е годы, сильно как бы делились. Он говорил, что... его оппоненты говорили, что на северо-западе живут не настоящие башкиры. Это было как бы... Они считали, что это сильное татарское влияние впитали. Но на самом деле этого нет.
Там они всегда так были. Это слабые башкиры, Да, они сильно, они должны вспомнить свою идентичность, свой язык, для того, чтобы стать башкирами настоящими. Вот. А он говорил, нет, они изначально такие, нельзя навязывать человеку этничность там, и так далее, поскольку он был демократом и так далее. Вот. Исходя из этого, он уже как бы поступал, что вот, он прекрасно понимал, что вот в переходных, в пограничных зонах нельзя вот так вот выделить, вот здесь татары, башкиры и так далее. Вот. Надо уменьшить роль этничности в таких ситуациях в государственной жизни. Вот. Надо немножко уменьшить, иначе как бы, это всегда будет приводить к политизации. Вот. Это он прекрасно понимал и об этом писал. В соцсетях, кстати говоря, есть небольшой видеоролик, где он в 1989 году рассказывает, что на каких-то башкир Запада оказывалось какое-то давление, и чтобы они были переписаны как татары. 89-нче перепись алдында, анда бик шундай менимчә шундай бик актив рәвештә алып барылды инде төрле яктан пропаганда. И менә был бәләкәй генә брошюрада мен аны күрсәттем. Анда менә 15 районда, мен алдым 15 районны, менә Балтачтан барып Янаулга хәтле. Онда башкортларның саны кәми, татарларның саны үсә. 40-ка үсә. Әйе. Ләкин менә шул кәмегән һәм үскән санны алганда, алар туры килә. Известно, я там смотрел, наблюдал за, как бы, за видеокамерой. Это на ваших глазах было? Конечно, это был в нашем музее. Интервью брал Асфандияров, покойный уже Анвар Закирович Асфандияров. Вот он выпускал передачи такие, посвященные истории, этнографии башкир. Ну, такая хорошая передача была. Вот, нечто подобие сейчас вот Салават Хамидуллин выпускает. Ну, там менее политизированное было, менее, скажем так, субъективно, но тем не менее было это. Как бы, тематическая составляющая была? Была, ну, безусловно, это была, но Раилю Гумеровичу как бы уже заданы были какие-то определенные параметры, он уже, исходя из этого, уже был. Я уже в 1989 году сам участвовал во время переписи. Я был студентом, заканчивал уже, вот, и сам участвовал как переписчик. Вот, и я прекрасно помню, никакого давления не было, как в 2002 году, например, когда задание давалось, вот, или раньше, в 1979 году. Это была перепись населения после известного пленума ЦК КПСС 1988 года по национальной политике, где была как бы подвергнута критике Лигачевым, там, на ЦК КПСС, перекосы национальной политики Башкирии, в том числе и по преподаванию, вот, как бы, скажем так, в западных районах Башкирии об этом было сказано. Вот. И установка была ни в коем случае административно не давить, как давление не делать, как скажет население, так и будет. Вот. И к этому привело. Вот. Такому, скажем так, татар было чуть больше, так и так, где-то 24% было, чем с копейками. Башкир было где-то на 2% меньше. А вот это и 21% стал башкир, а татар стало 28,5%. Вот эта видеозапись, она была сделана после проведения переписи? После, это было в 90-е годы, это 90... Нет, там же 89-й год был. Нет, это не 89-й год. Там обсуждение было 89-й Да, год. переписи. Это было где-то вторая половина 90-х годов. Я это помню прекрасно, вот, как это снималась передача. Там вторая еще передача была, но я не знаю, как это, если это в архивах и так далее. А о чем там вторая передача? Вторая передача проводил не Анвар Закирович, а проводил Амир Мурзагалевич Илдашбаев, посвященный Заки Валиди. Заки Валиди, Раиль Гумерович тоже ездил в Турцию тогда, в советское время. Он знал вот, вместе с отцом Шамиля Мухамедьярова, Шамиль Фатыхович Мухамедьяров, и его отец встречался с Заки Валиди, и сам Шамиль Мухамедьяров переписывался с Заки Валиди. Вот он детали знал. Тогда уже как бы в то время, скажем так, уже Заки Валиди уже не критиковался, наоборот, становился символом башкирской государственности и так далее. И вот это уже как бы шло, вот это вспоминать. Если раньше считали его там буржуазным историком,
приспешником там, фашистов и так далее, там, критиковали открыто. Сам вот нам, будучи студентом, слушал лекции Кульшарипова, который вот, буржуазный националист, националист там, скажем так, такой-сякой, Заки Валиди критиковал, а потом начал уже в 90-е годы, наоборот, восхвалять. Вот передача была посвящена вот этим эпизодам, как вот встречались Заки Валиди в Турции. Вот, и потом... с кем встречался Заки Валиди? Заки Валиди встречался у нас в Башфаре. Мустай Карим ездил, но они не встречались. Они пытались, но Мустай Карим не встречался. Конкуренция татары и башкиры, они очень близкие родственные народы. У них как бы конкурентное поле такое, скажем так, башкирский, вот я еще раз могу повторить, башкирский национализм зиждется, держится на противопоставлении татарскому, потому что настолько они близкий народ, они играют на одном поле, можно сказать так, пространстве, на одном этнокультурном историческом пространстве, где вот заселяются исторические там и татары, и башкиры, где вот, особенно в Западной Башкирии, там нету границ между ними. Общие, все, общие, да. Вот примерно такая же ситуация в Югославии. В Югославии нет там, нельзя выделить там, например, вот здесь вот сербы, вот здесь хорваты, а вот здесь босняки. Единственное там отличие то, что там вера. Вот, то есть здесь босняки это мусульмане, сербы православные, хорваты католики, да. А здесь все общее у нас, абсолютно одинаково. А граница по ИКу там абсолютно произвольно было сделано. Вот, или, например, такая же ситуация, ну, абсолютно похожая ситуация с юго-восточной Украиной. Вот, нет, где вот русские кончается, Украина начинается. Там все перемешано, вот так. Такие у нас примерно. Подводя итог по беседе о Кузееве, очевидно, что Кузеев очень многое сделал для башкирского народа, да, а вот что он от него получили татары, мы можем что-то вот заявить, определить? Татары Башкортостана? Да. Ну, татары Башкортостана, он подготовил очень много учеников, своих учеников. Потом, опять же, вот я говорю, что нельзя отрывать его, рассматривать его в отрыве от того времени. Он и так и воспоминания писал свои, так и не до конца не успел. У меня, говорит, оставьте мне время, так и он не стал. Мой 20 век он написал, это воспоминания писал. Есть у него рукописи. Вот. В каком он году писал мой 20 век? Ну, он всю жизнь это писал, он хотел, как бы, бросить все дела, заняться этим делом, но, к сожалению, заболел и умер. Мой 20 век, и там, как бы, говорил, вот есть как бы идея такая, что, типа, мол, он человек своего времени, вот, нельзя отрыве. Прошу вот, понять да. и простить. Нет, абсолютно. Опять же, надо быть в том контексте рассматривать. Вот. Ну, часто бывает так же, что, например, историю, там, этногенез, там, хакасов, например, хакасов, говорят, тувинцев писал еврей Вайнштейн, там, и так далее. Вот так было. Там, других, обычная там, советская практика. Да, обычная советская практика, это ведь многие вещи в советском времени формально делались, номинально. Вот. Пятая графа, там, и так далее. Это мало к чему, как бы, ну, элемент дискриминации, как уже мы наблюдаем в постсоветское время, такого не было. Вот. Потому что это было чисто формально. Я же говорю, в 70-е годы, даже 80-е годы выходцы из Западной Башкирии доминировали и в творческой интеллигенции, и в управленческой элите. Вот. Поэтому татары, я думаю, что благодарны ему за то, что он таким был. Все ведь сравнивать надо, там, типа, что он был демократом. Татарам много не надо, нам надо объективность, демократия и так далее. Он много делал так, плюс еще он много ездил, и вот куда мы не поехали, там, например, за рубеж там, и так далее, когда говоришь из Уфы, вот у вас там известный ученый такой, там, Кузеев и так далее, создал музей, вот мы сейчас работаем, его имя носит этот музей. Он был против деления людей по национальностям, имеется в виду, когда какие-то там как бы продвижения по службе и так далее, ни в коем случае не надо. Он создал вот этот наш центр, который занимается всеми народами, и татарами в том числе занимается. Единственное, у нас других нет центров, которые занимаются татарами.
и русскими, и украинцами, удмуртами, чувашами, марийцами, вот, и так далее. Вот Кучумов, он занимается русскими, пишет русские диссертации и так далее. Ну, я думаю, что это же хорошо, наш музей, вот это его детище. Вот, и я думаю, что татары должны быть благодарны ему. Вот, и, во-первых. Во-вторых, есть чисто внешняя, скажем так, публичная сфера. Ну, да. Вот, публичная сфера. Я же ездил к нему домой, я часто ходил к нему домой, общался с его родственниками и так далее, с его братьями. Вот, и мы постоянно его возил, там, мы ездили сами в баню, там, к себе районом, и иностранцев возили. Вот. Прекрасный был, скажем так, учитель, собеседник, он простой был в общении, очень доступный, вот, и помогал всячески, вот, и имеется в виду, когда диссертацию писали и так далее, создавал условия по мере сил и возможностей своих. Я думаю, что в этом плане, как говорится, его критиковать, это вообще неправильно.